так называемые войнахи. Под термином войнахи понимают чеченцев и ингушей. Но еще совсем недавно, например, чеченец, когда ты ему задаешь вопрос «войнах ви», что означает «ты войнах», он отвечал «ватсо нохчеву». Нохчеву — это означало, что я чеченец. То, кстати, к понятию, да, чеченцы, чачаны, они себя по-разному как-то эти понятия функционируют, сами они себя называют нохчи, да, нохчи. И вот этот факт, он функционировал до некоторого времени. Сегодня, в основном, они очень притягательны к понятию войнахов. Войнахами же исключительно были вот те самые дюрдюки, кисты и прочие общества и племена, которые я сегодня упомянул, которые говорили на галгайском или галгайском или ингушском по другому языке. Вот это поворот! Они очень были близко расположены, развивали коммуникацию. И тут тоже один очень важный момент. Когда приезжали просто исследователи, это одно. Когда исследовательская политика на Кавказе сопровождалась именно какими-то общеполитическими настроениями, это было другое. И вот эти вот последующие экспедиции на Кавказ приводили к тому, что культуры, которые чуть более-менее похожи между собой, их старались сливать в один котел. Так легче. Зачем? Вот тут одни, а тут другие. Это управлять же сложнее. Вот общий котел, этого достаточно. Ну, давайте им придадим какое-нибудь название. И вот приходят к ингушским, там, галгаевским народностям, да, там, этим обществам. И вот между диалогом общаются. И они говорят, вот это войнах. Из войнахвы. Войнахвы — это значит, это человек наш языковой, он нам близок. И все. И это понятие войнах, а сейчас пишется войнах, вместо вей наш имеется в виду понятие, стало с 19 века широко распространяемым и привело к В XIX веке никакого термина «войнах-вайнах» не было. Его ввели в научный оборот в XX века. Потому что в это понятие войнахи стали вливать там соседствующие народы, которые по факту своему не имели такого отношения прямого к ингушскому, как говорится, культурам, и в результате чего сегодня... Н.Ф. Яковлев в работе. Проблемы изучения культуры чеченцев и ингушей впервые предпринял попытку ввести в научный оборот термин «вейнах» — «наш народ», объединив чеченцев и ингушей под общим термином «вайнахи». В этой работе автором проводится анализ ингушского и чеченского языков, народной поэзии. Вайнахи, вейнахи, появившийся в начале XX века, эндоэтноним чеченцев и ингушей, предложенный лингвистом Н. Яковлевым, под которым в современном кавказоведении понимают большую часть носителей нахчинском языков, Чечни и Ингушетии. Вот такие у нас соседи, кандидаты нарнийско-сказочных наук Чабиева Танзила. Сочиняют истории прямо на ходу.